В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Камши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске: абхазская виза, за и против, специальный репортаж программы. Никаких опасений по поводу появления вируса Зика в Абхазии нет. Брифинг в Министерстве здравоохранения. Растения пробуждаются от зимнего сна. В ботаническом саду готовятся к весне. Как решилась ситуация с энергоснабжением Абхазии? Об НДС, пошлинах на орех, инвестиционной программе. Эти и другие актуальные вопросы в жизни Абхазии затронул в интервью абхазскому. Они были, поднимались вопросы. Это 15 минут я пытался нам какие-то текущие вопросы поднять. Как решилась ситуация с энергоснабжением Абхазии? Об НДС, пошлинах на орех, инвестиционной программе. Эти и другие актуальные вопросы в жизни Абхазии затронул в интервью абхазскому телевидению премьер-министр Артур Миквабия. Интервью полностью смотрите после новостей. Сейчас небольшой отрывок из него. К сожалению, у нас очень большое количество людей, которые не платят за предоставленную услугу плату за электроэнергию. Это очень большой для нас с вами бич, и содержание нашего электрохозяйства все больше и больше становится затруднительным. При этом есть одна особенность. Деньги на оплату, которые поступают в казну, они в конечном итоге это содержание тех реальных агрегатов, станций, того, что мы имеем. На развитие этих денег не хватает. Законы о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия и о порядке въезда в Абхазию и выезда из Абхазии были приняты в окончательном чтении парламентом 29 декабря. Закон о введении визового режима начинает действовать в Абхазии с 1 апреля. Пока в нашем обществе идет его активное обсуждение. В плюсах и минусах закона попытались разобраться и наши корреспонденты. Смотрите специальный репортаж Асиды Малия. Закон о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия регулирует порядок получения иностранными гражданами разрешения на пребывание, временное проживание, получение вида на жительство, трудовую, предпринимательскую и иную работу в Абхазии. Что касается закона о порядке въезда и выезда из Абхазии, то речь идет о контроле миграционных процессов. С этой целью вводится визовый режим со странами, не признавшими независимость республики. Те граждане, которые не имеют абхазского гражданства, обязаны будут въезжать в Абхазию в соответствии с теми процедурами, которые прописаны в законе. Та процедура, которая существовала до принятия этого закона, она сохранена, и особых сложностей нет. И даже скажу более, что система, в общем-то, процедура въезда на территорию Абхазии, чем мы гордимся, является одной из самых легких в мире. В настоящее время до вступления в силу нового закона въезд и выезд в республику регулируется положением, действующим на основе указа президента. Речь идет о порядке въезда в республику Абхазия и выезда из Абхазии иностранных граждан, граждан СНГ и лиц без гражданства. Предусмотрены два типа виз – обыкновенная и рабочая. Выдачей обыкновенной визы занимаются в консульской службе Министерства иностранных дел. Для регистрации в службу обращаются те, кто приехал в Абхазию с гуманитарной миссией или же с целью отдыха. Кстати, за 2014 год число зарегистрированных граждан составило более 4500 человек. В последующем году их количество немного увеличилось на 100 человек. Что касается наступившего года, то визу уже получило около 200 иностранных граждан. При этом нужно отметить, что иностранные граждане из стран дальнего зарубежья реже всех остальных приезжают к нам с целью отдыха. Это в основном сотрудники международных организаций. Бывают граждане европейских стран. Раньше в Абхазию приезжало большое количество граждан Германии, Польши. На данном этапе их количество немного сократилось, но тем не менее мы видим, что если процедура будет сохранена,
Вот. И если им будет не так сложно въехать на территорию Абхазии, то я думаю, что о резком изменении, в общем-то, уменьшении количества иностранных граждан, приезжающих сюда отдыхать, нам не придется. Порядок получения визы согласно новому закону, который вступит в силу с 1 апреля, выглядит так. Иностранный гражданин сначала заполняет анкету на официальном сайте МИД. В течение 5 рабочих дней анкета рассматривается, и заявитель получает ответ. Отрицательный ответ, как правило, обосновывается, а положительный подкрепляется документом о разрешении въезда на территорию республики. Именно этот документ иностранный гражданин должен предъявить на контрольно-пропускном пункте ПСО при въезде, и в обязательном порядке в течение 3 дней с документом, удостоверяющим личность, он должен явиться в консульский отдел внешнеполитического ведомства. В противном случае гражданин, нарушивший правила, без вкладыша в паспорте визы, не сможет выехать за территорию республики. Кстати говоря, стоимость визы, к примеру, на 10 дней составляет $10. Как инструмент для исполнительной власти, для нашего государства, в первую очередь, для того, чтобы усилить контроль. Соответственно, и увеличить доходы государственного бюджета в части получения разрешений на въезд, то есть виз. Такая практика существует практически во всех странах. Этот инструмент регулирует все эти потоки. Государство от той или иной экономической ситуации или положения использует этот инструмент. Новый закон в Государственной миграционной службе расценивают как качественный инструмент для усиления контроля. По данным миграционной службы, наибольшее количество трудовых мигрантов – выходцы из Узбекистана, Белоруссии, Армении, Украины, Молдовы и других стран СНГ. Отпугнет ли визовый режим трудовых мигрантов? Вот я постоянно ссылаюсь на Российскую Федерацию, это ближайший сосед, стратегический партнер. У них разрешение на трудовую деятельность сроком на 6 месяцев стоит 27 тысяч. У нас членов стоит 3000 рублей. Я считаю, что это просто мизер. Может быть, даже из-за этого к нам больше и бегут, что здесь, потому что вообще других никаких пока нету. Ни налогов, абсолютно не освобождены от всего. Может ли сократиться количество туристов иностранных граждан? Вопросы, которыми все чаще задаются в нашем обществе. Между тем, в сети интернет пользователи на страницах и форумах выражают свое мнение. Многие потенциальные туристы Абхазии уже передумали ехать в республику. Другие же одобряют правовой шаг. Еще один справедливый вопрос. Не закрывается ли Абхазия от медленно налаживающихся внешнеэкономических связей со странами, не признавшими независимость республики? Как введение виз отразится на предпринимательских отношениях и в целом на инвестиционный климат? Закон об иностранных инвестициях, который у нас был принятый 23 года назад, в 2014 году вступил новый закон. Там были очень либеральные льготы, которые позволяли инвесторам получать преференции в виде отсутствия платежей по налогам и так далее. Но на практике сложилось так, что это особого экономического эффекта не дало. Там более 30 компаний за 23 года воспользовались этими льготами. Введение виз в отношении граждан, потенциальных инвесторов, это, знаете, не может стать таким ограничивающим фактором. Со вступлением закона в силу с 1 апреля количество типов виз также увеличится. Асида Мали, Саид Агухава, Артур Каландия, Абхазское телевидение. Пришла печальная весть о безвременной кончине главы братской республики Северная Осетия Алания Тамерлана Агузарова, который скончался в одной из клиник Москвы. Ранее сообщалось о том, что он лечится от пневмонии. Тамерлан Агузаров был избран главой республики Северная Осетия Алания 13 сентября. Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил соболезнования в связи с кончиной главы республики Северная Осетия Алания Тамерлана Агузарова. Ушел из жизни опытный государственный деятель, известный политик, честный и принципиальный человек, снискавший уважение осетинского народа. Тамерлан Кимович был активным сторонником укрепления и развития многопланового сотрудничества с Абхазией. Отмечается, в частности, в телеграмме соболезнования, направленной родным и близким Тамерлана Агузарова. Благодаря своевременному введению карантина в республике удалось избежать эпидемии ОРЗ, сообщил министр здравоохранения Анзор Гоов на брифинге для журналистов. И на сегодняшний день количество заболевших острыми респираторными заболеваниями и гриппом пошло на спад. В продолжение темы репортаж Амры Амичева.
На брифинге министр здравоохранения Анзор Гоов рассказал журналистам, что в скором времени будет оглашен список российских медучреждений, в которые могут направляться граждане Абхазии на лечение. По анализу прошлого года мы отправляли на лечение многих наших граждан. И я вам скажу, что в этом году мы дадим список тех лечебных учреждений, с которыми мы будем работать. Я вам сразу скажу, что в этом году основной упор будет делать на то, чтобы наши больные лечились здесь, потому что у нас медицина уже как бы стала на ноги, и мы будем переформатировать наши отношения, и основной упор будет делать на поднятие нашей медицины на должный уровень, потому что оснащение идет, и квалификация наших врачей, которые возвращаются с Москвы, с ординатуры, с аспирантуры, уже выглядит достойно. А список лечебных учреждений, с которыми мы будем работать, будет вывешен, и он будет строго регламентирован. Анзор Гоов отметил, что карантин, введенный в республике с 6 января по 15 февраля, позволил свести к минимуму количество заболевших гриппом и ОРЗ. Все было сделано вовремя, и тех осложнений, которые должны были случиться, у нас их нету. Заболевание пошло на спад, и мы вышли из этой ситуации более-менее достойно. Комментируя информацию о возможном распространении вируса Зика на территории Абхазии, министр здравоохранения подчеркнул, что поводов для беспокойства нет. Оснований для того, чтобы говорить об этом, нет у нас. Однозначно я вам говорю, что у нас таких заболеваний нету. Анзор Гоов обратился с просьбой к работникам средств массовой информации быть внимательнее при освещении темы здравоохранения и сказал, что для уточнения возникающих вопросов всегда можно обратиться в пресс-службу Минздрава. Амра Мичба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В целях реализации постановления правительства Российской Федерации Республики Абхазия на 2016-2017 учебный год выделена квота для приема на обучение в образовательной организации России за счет средств федерального бюджета граждан, соотечественников и лиц без гражданства, проживающих в Абхазии по образовательным программам среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования. Об этом сообщает представительство Россотрудничества в Абхазии. Россотрудничество начинает прием документов кандидатов на обучение в российских образовательных организациях для прохождения отбора на общих основаниях. Сроки приема документов с 24 февраля по 10 марта. Сухумский ботанический сад – одно из самых красивых мест в столице. Тысячи туристов посещают его ежегодно. О том, как ботанический сад пережил зиму и как он готовится к весне, расскажет наш корреспондент Сария Смар. В теплые дни февраля здесь расцветает дафна душистая. Она представляет собой небольшой кустарник с нежными соцветиями мелких, очень душистых розово-пурпурных цветков в обрамлении вечнозеленых листьев. Это не единственное растение в ботаническом саду, которое сейчас цветет и так притягивает взгляды посетителей. К примеру, не получится обойти вниманием небольшие, густо усыпанные цветами деревья сакуры и другие не менее интересные растения. На территории 6 гектаров растет около 5000 различных видов. Здесь на небольшом участке земли собрана не только флора Абхазии, но и редкие виды растений всего мира. Сейчас в ботаническом саду подготавливается почва к высадке саженцев в открытый грунт. Помимо этого ведутся и другие работы. Приводим обрезки, сухие ветки удаляем с растений, обкапываем приствольные круги молодых растений, готовимся к весенним работам. Зима в этом году не нанесла серьезного вреда саду, так как деревья были заранее подготовлены к сезону. Лишь некоторые тропические растения, такие как банановое дерево, не выдержали холода. Бананы получили холодовой ожог листьев, вот когда были минусовые температуры. Но, слава богу, в целом растения не пострадали, потому что с наступлением тепла мы уберем вот эти все поврежденные листья, и из середины стебля начнет раскрываться новые листья, потому что корневища и точка роста живы. Сотрудники Института ботаники планируют с наступлением тепла высадить в открытый грунт более 200 саженцев однолетних луковичных растений. В их числе большая разновидность тюльпанов и нарциссов. Сейчас небольшие участки в саду высажены цветами, но большая часть саженцев находится в теплицах, а в саду специально для них расчищается территория. Это участок отдела цветоводства.
Здесь местные жители знают, даже кто не заходит в парк, проходя мимо, как здесь красиво. Это полностью вообще все цветет. С июня по почти конец октября тут практически нет ни одного сантиметра не цветущего, потому что, сменяя одно другое, здесь постоянно цветут какие-то цветочные культуры. Сухумский ботанический сад начинает пробуждаться от зимнего сна, но тем не менее не стоит забывать, что цветущие растения здесь можно найти в любое время года. Кроме того, есть и множество деревьев, которые не одно столетие растут на территории сада, поражают исполинскими размерами и привлекают внимание своим величием. Сарьес Мырастамур Гожба, Абхазское телевидение. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу ночью и днем без осадков. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. В воскресенье без осадков. Температура воздуха ночью плюс 5, днем плюс 15-17 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.